Здравствуйте, вы смотрите новости на телеканале ТУВА-24. В студии Александр Тур и коротко о главных событиях этого дня. В Кызыле прошла генеральная репетиция проводов тувинских добровольцев. Реконструкцию исторических событий увидите на телеканале ТУВА-24. Республика готовится к зиме, продолжается формозаготовка. Впервые в истории России именно в Туве выпустили редкую птицу. Как бороться с алкоголизацией населения и что говорят жители столицы? А теперь расскажу более подробно. 80 лет назад, в 1943 году, когда дети шли в школу, Тува провожала на фронт солдат. 1 сентября в республике отмечается День исторической памяти и чести тувинских добровольцев. В Кызыле в честь юбилейной даты будет воспроизведено то самое историческое событие. Организаторы приглашают жителей и гостей столицы принять участие в реконструкции. На репетиции побывала и наша съемочная группа. Ровно 80 лет назад, 1 сентября 1943 года, перед домом правительства, где ныне расположен Верховный Хурал, на войну проводили 206 тувинских добровольцев, в том числе 10 девушек-санитарок, а провожать их пришли более 2000 жителей республики. Более 200 молодых людей исполнят роли тувинских добровольцев, а провожающих сыграют потомки, а также все желающие. Те, кто хочет принять участие в реконструкции проводов, призывают быть в одежде 40-х годов или же в однотонной ретро-стиля. В этом году мы отмечаем 80-летие отправки тувинских добровольцев в Великую Отечественную войну. Тува тогда, как мы знаем, первая отозвалась и предложила свою помощь Советскому Союзу. Это такое знаковое мероприятие. Если есть желание, можно найти костюм, одеться костюм добровольца-солдата. Это имеется в виду 40-х годов. Далее есть возможность принять участие в качестве провожающих и с собой принести, допустим, тогда провожали и выдавали сухпайки, своим родным, и цветы, вручали цветы. В год 80-летия отправки на фронт первых тувинских добровольцев это уже вторая масштабная историческая реконструкция. Художественным воспроизведением проводов тувинских добровольцев руководит режиссер Сайдаш Магуш, сценарист Виктория Хомушко. Стоит отметить, что желающих пойти на фронт было 1000. Из этих 1000 был очень строгий отбор. Отобрали 206 добровольцев. Замполитом был Байсклан. Выступал Ойдупа, выступала пионерка города Кызыла Тамара Булатова. То есть вот эти все речи я как сценарист примерно, пользуясь языком тех лет, я сделала, используя такие короткие тезисные выдержки, которые тогда были опубликованы в газете «Тувинская правда». Тока Салчак Албахарыкович был, но он в этот день не выступал, так как он выступил накануне в Зеленом театре. То есть мы вот эти все события изучили по архивным документам, сейчас попытаемся воспроизвести. Подвиг тувинских добровольцев забывать нельзя. Тува оказала Советскому Союзу самую посильную помощь. Для нужд фронта из республики отправлялись не только продукты питания, теплая одежда, но и был перечислен весь золотой запас государства. На войну добровольно уходили молодые парни и девушки. Отрадно, что в реконструкции участие принимают и сами потомки. Мой дедушка Сад Бурзакей Сурасоглу. В те годы он сам добровольно ушел на войну. Мы очень гордимся им. Наш дедушка очень сильный духом человек, как и моя бабушка. Тогда она была беременной 4-м ребенком. Всегда помнить о подвиге наших предков в Великой Отечественной войне и цене, которую они заплатили за эту победу, долг каждого. Мы обязаны передать историю сегодняшнему поколению, считает Нона Чадамба. Тот факт, что спустя 80 лет проводят реконструкцию исторических проводов, это очень важно и нужно. Люди должны знать историю своего народа, особенно дети. Как узнала о реконструкции, я сразу же пришла для участия. Наши земляки приняли участие во многих ключевых операциях завершающего этапа войны. Порядка 20 воинов-тувинцев были удостоены Ордена Славы. Общая сумма материальной помощи тувинского народа фронту составила свыше 66 миллионов рублей. Историческая реконструкция проводов на фронт тувинских добровольцев состоится 1 сентября в 9 утра перед зданием Верховного Хурала. Айраса Буямагуш, Самдан Иргит, телеканал ТУВА-24. А также напомню, что 1 сентября в 9 утра телеканал ТУВА-24 проведет прямую трансляцию. Реконструкцию исторического события увидят все жители республики. Открывайте наши социальные страницы.
Холода приближаются, а значит вопрос кормозаготовки как никогда актуален. Каждый год погода диктует свои условия. К примеру, суровая зима прошлого года показала, что животноводам республики может понадобиться дополнительная помощь. О промежуточных результатах кормозаготовительной кампании узнавал наш корреспондент. По сравнению с прошлыми неделями сенозаготовительная кампания в хозяйствах республики набирает обороты. Глава Тувы Владислав Хавалых поставил перед Министерством сельского хозяйства и продовольствия и районными администрациями четкую задачу – нарастить объемы муниципального и республиканского резервов кормов. В целом республика заготовка кормов идет полным ходом. И сенокошение ведут все хозяйства муниципальных районов. На сегодняшний день всего заготовлено более 100 тысяч тонн, 41% к плану. Большая часть заготовленных кормов приходится на долю личных подсобных хозяйств и составляет около 70 тонн сена. В целом, по сравнению с прошлым годом, ситуация намного лучше. Показатели увеличились в 3 раза. Для достижения поставленных задач хозяйствам всех категорий республики рекомендуем вести во всех возможных укосных площадях, в которых имеется хороший травостой. Традиционно лидерами стали Тандинский, Дзунхемчикский и Кахемский районы. В ближайшее время закончится уборочная кампания, после которой можно судить о кормозаготовке в целом. Мы продолжим следить за развитием событий. Орлана Байду, РС Мангуш, Айдана Синденма, телеканал Тува-24. Азиатский вид этой редкой птицы так и называется – дрофа-красотка. Поистине историческое событие произошло на территории заповедника Упсунурская котловина. Здесь впервые в истории России была выпущена первая группа исчезающего вида. Проект по спасению редкой птицы в Туве реализован благодаря Международному фонду охраны дрофы, который базируется в Объединенных Арабских Эмиратах. Момент выпускания мигрирующих дров с самой северной границы глобального ареала запечатлела и наша съемочная группа. Международный фонд охраны дрофы является мировым лидером в области восстановления и сохранения численности дрофы-красотки. Программа сохранения данного вида птиц поддерживается правительством Объединенных Арабских Эмиратов. В настоящий момент в мире существует 4 питомника по разведению дрофы. Причиной визита ученых в наш регион стало то, что Тува является самым северным ареалом обитания этих птиц. В рамках пилотной программы 48 птенцов были выведены в центре шейха Халифы по разведению дрофы, который находится в Казахстане. И вот историческое событие. Краснокнижные пернатые выпущены в дикую природу на территории биосферного заповедника Упсунурская котловина. В России этих птиц мы выпускаем в первый раз. Я надеюсь, что с ними все будет хорошо. Дрофу-красотку на территории Упсунурской котловины в последний раз фиксировали в 2005 году. Редкая птица является перелетной и встречается единично в отдельные годы. Выпущенные на воле дрофы прошли специальную предполетную подготовку. Все для того, чтобы обеспечить им оптимальную физиологическую адаптацию в естественной среде. Для этого дров заранее помещают в специальные просторные вольеры, ограничивают контакты с людьми, кормят преимущественно живой пищей и ограничивают в воде. Отметим, что дрофы относятся к восточно-казахстанской генетической линии и способны перелетать на большие расстояния. Научные исследования показали, что генетически они наиболее близки к популяции, населяющей Упсунурскую котловину на территории Тувы и Монголии. Проделана огромная работа, огромная полевая работа. Ежегодно проводились экспедиции у нас на территории. Даже мы исследовали территорию сопредельной монгольской части Упсунурской котловины. И, к сожалению, мы эту птицу не нашли. И принято решение его попробовать искусственно остановить. Очень надеемся, что птицы приживутся у нас, вернутся в следующем году. Примечательно, что проект Международного фонда охраны дрофы в России реализован впервые. И именно в Туве. Руководитель научной программы по сохранению дров Мохаммед Салех про тяжелый и долгий процесс восстановления популяции дров снимает документальный фильм. Сам он рассказывает, это дело всей его жизни. Работаю в этой программе с 1996 года. Я участвовал, координировал выпуск птиц во многих странах. В сотрудничестве с Россией пришли к соглашению реинтродукции этой птицы в этих местах.
И посмотрим, это первый экспериментальный выпуск. И будем надеяться, что у нас будет достаточно данной информации о их выживаемости, их передвижении, куда они полетят. И в будущем будем повторить этот выпуск, чтобы больше знать и больше выпускать, чтобы эта популяция снова она появилась и обиталась в этих краях. Тува – это самая крайняя северная граница этого вида азиатской дрофи, мигрирующий вид. Наиболее подходящие участки для выпуска дров на территории Псунурской котловины были отобраны во время полевых исследований, проведенных учеными с 2019 года. Россия стала 15-й страной после многих восточных стран, где выпускали первую экспериментальную группу редких дров. Для жителей Тувы это важное событие. В нашу республику приехали арабы и выпустили очень редких птиц. Для нас это значимое событие. Теперь они будут жить на воле. Надеюсь, что наш климат пернатым подойдет. Псунурская котловина уделяет значительное внимание увеличению численности, защите и восстановлению популяций азиатской и большой дров. Заповедник обладает превосходным набором экосистем, пригодных для гнездования как азиатской, так и большой дрофы, еще одного редкого, малочисленного в данном регионе вида. Данные экспериментального выпуска лягут в основу дальнейших исследований, позволят усовершенствовать протоколы выпуска птиц, а также разработать защитные меры и устойчивые стратегии по восстановлению и сохранению популяции дрофы в Туве. Айраса от Мария Тян, Самдан Иргит, телеканал Тува-24. Продолжаем наш выпуск. Сотрудники столичной патрульно-постовой службы обеспечивают охрану общественного порядка, первыми оказываясь на местах преступлений, контактируют со злоумышленниками и находят пропавших без вести и скрывающихся от правосудия, порой помогают решать семейные конфликты. А в топе ежедневной работы – выявление граждан в состоянии опьянения в общественных местах. Накануне в рейд с сотрудниками ППС выехала и наша съемочная группа. Патрулируя улицы, полицейские не знают, с кем столкнуться. Даже с виду добропорядочные граждане могут оказаться опасными преступниками, как и чудаковатые прохожие. Что уж говорить об откровенных хулиганах. Привлекают внимание сотрудников патрульно-постовой службы те, кто подходит под ориентировку, а также те, кто чем-то выделяется из толпы. По неопрятному внешнему виду, во-первых, издалека, да, неопрятный внешний вид, шаткая походка. Также представляемся, подходим. Данные граждане оказываются в нетрезвом состоянии, что нарушает общественный порядок. Согласно статье 20.21 Конституции об административных правонарушениях. Также их доставляют в МКУ-центр и продувают данных граждан, составляя для составления административного протокола. Самое популярное объяснение задержанных: отмечал день рождения друга или шел со свадьбы, не пил вовсе или пригубил. 114 по городу написано. Есть второй автопатруль. Мы проверяем западную часть Кызыла. Принял. Нередко сотрудники патрульно-постовой службы первыми прибывают на место преступления. Патрулируя территорию, нередко получают вызов, дерется пьяная компания. Если попадется в пьяном виде работающий гражданин, то сообщение о приводе в спеццентр будет донесено до руководства. Особенно если сотрудники, служащие в госорганах, правоохранительных органах, если попадается, то сразу же общается начальству, пишется рапорт на имя начальника. Дальше данных сотрудников тоже продувают, но не тут, а в медицинском учреждении. И в дальнейшем проводится служебная проверка и дальнейшее увольнение данных граждан. Патрулируя улицы, сотрудники полиции обнаружили пьяную компанию, которая отдыхала рядом с детской площадкой. Нарушитель общественного порядка пытается договориться и избежать наказания, но опытных сотрудников не провести. Немного настойчивости и любители выпить сидят в машине ППС. Ежедневно полицейскими в Кызыле привлекаются за административные правонарушения около 100 граждан и предпринимаются все меры по охране общественного порядка на улицах города. Пьяных доставляют в медвытрезвитель, где их продержат 3 часа и выпускают. Но есть те, кто снова оказывается в стенах специализированного центра.
Правительством Тувы предпринимаются различные меры по борьбе с алкоголизацией населения. Однако рейд показал, что некоторых граждан не останавливают ни запреты, ни законы. Какие меры помогут решить проблему и как бороться с пьянством населения в экспресс-опросе жителей столицы. Надо привлекать людей к работе. Это в первую очередь. А бороться с алкоголизацией нет смысла, если человек не работает. Он не работает, ему ходить на работу не надо, соответственно, он и не будет. Ему не к чему стремиться, поэтому надо привлекать. Наверное, надо тех, кто не работает, привлекать к штрафу. Только так. Ну как? Только через милицию. Туда и отправлять его. Как его вот раньше войск часто был. Туда же отправлять. Ловите этого, туда отправлять. А если молодежь пьет? Тоже надо что-то делать надо. Вот что с молодежью. Как вы думаете? Воспитать. Воспитательную работу провести. В школах тоже. Я думаю, что надо поменьше продавать алкоголь. Вот это все порождает негатив, вот это все стрёх, вот это они находят места, где покупать алкогольные напитки, и только во вред делается, мне так кажется. Незнание законодательства не освобождает от ответственности, говорят полицейские. Цель рейда больше профилактическая, нежели карательная. Задача – убрать любителей спиртных напитков из парков и скверов города. В сутки в медвытрезвитель только в будние дни доставляются порядка 80 человек, а в выходные и праздники эта цифра увеличивается в разы. Чинчика Шпуков, Владимир Сюртюк, Айдана Сенденма, телеканал Тува-24. А далее перейдем в нашем выпуске к теме образования и здравоохранения. В преддверии нового учебного года в Министерстве образования учителя подписали договор в рамках федеральной программы «Земский учитель», который в Туве реализуется с 2020 года. Ее цель – привлечение педагогов в сельские школы, там, где отмечается острая нехватка кадров. Сколько в этом году учителей заключили договор и в каких районах они будут обучать школьников? В материале далее. Министерство образования для себя взяла ориентир очень четкий – направлять в те села, в те сумоны, где сложно найти педагога, учитывая возможности населенного пункта, и поэтому малокомплектные школы, сельские поселения, небольшие сумоны, они и включены в первую очередь для того, чтобы направить коллег в эти образовательные организации. Учителям, выезжающим работать в сельские школы, оказывается поддержка в виде единовременной выплаты в размере 1 миллион рублей с обязательным условием отработать не менее 5 лет в данной образовательной организации. За 3 года реализации программы поддержку получили 41 человек. В 2020 году 23 земских учителя, в 2022 – 18, а в 2023 году выплату получат еще 8 человек. Динара Хумшку – учитель английского языка с 10-летним стажем работы. Сегодня она заключает трехсторонний договор, чтобы работать в Дустакской средней школе Авюрского района. Работаю сейчас в лицее 16, номер 16, где находятся спутники. Там я проработала 2 года. Сейчас по программе «Земский учитель» уезжаю работать в село Дустак Авюрского кажуна. Хорошие, как я поняла, там жилье для меня приготовили, сказали. Я думаю, все будет хорошо. Спасибо. В 8 школах республики Дзунхемчикского, Авюрского, Пейхемского, Сутхольского, Улухемского, Эрзинского, Тоджинского и Мангунтагинского кажунов с 1 сентября начнут работать 3 учителя математики, 1 учитель математики и физики, 1 учитель английского языка, 1 учитель начальных классов, 1 учитель химии и 1 учитель русского языка и литературы. Таким образом, благодаря госпрограмме в 2023 году сельские школы пополнятся новыми кадрами. Аэлита Оржак, Буян Мангуш, Азамат Учур, телеканал Тува-24. А сейчас к теме здравоохранения. В консультативно-диагностической поликлинике Кызыла создано отделение патронажной паллиативной медпомощи взрослым. Уже завтра бригада врачей в составе 4 человек будет оказывать помощь тяжелобольным и их близким. Тему продолжит Мадер Сандан.
Паллиативная служба оказывает медицинскую и психологическую помощь неизлечимо больным пациентам и их близким. До настоящего времени в республике такая работа была организована только в детской больнице и в онкодиспансере. По решению Минздрава сегодняшнего дня на базе консультативно-диагностической поликлиники начало работать отделение выездной патронажной паллиативной помощи для взрослого населения. Родственники многие не готовы от данных пациентов вести на дому. И вот эта выездная бригада, вот эти функции на них возложены. Обучение, разговор, поменять катетер, сделать своевременные заявки. Если надо поменять, показать, как это меняет. Вот это. Если надо, значит, они могут это поменять. Гастростому, колоностому, что такое. Это можно делать на дому. Пока бригада состоит из 5 человек – 2 врачей, 2 медсестер и водителя. Для выездов по домам пациентов выделена автомашина «Лада Гранта». Сегодня у нас организационная работа, готовим списки, работа с документациями идет, а завтра у нас уже начинается выезда по городу Кызыла, в пригород. Работа паллиативной службы будет вестись во взаимодействии с амбулаторно-поликлиническими учреждениями республики. Заявки на вызов принимаются как от пациентов и членов их семей, так и от медицинских работников. Такая служба очень востребована, поэтому врачи работают над ее расширением. В будущем Министерстве здравоохранения мы отрабатываем, будут дополнительные штаты. То есть нам еще нужны психологи, психиатры в штатах, реаниматологи должны быть штаты. Да, но эти вопросы будут решаться еще. В республике сегодня более 100 неизлечимо больных, нуждающихся в специальных лекарствах и технических средствах. Заполнением пробелов в их обслуживании, составлением заявок на необходимые препараты и оборудование тоже будут заниматься специалисты отделения паллиативной помощи. Мадар Сандан, Буян Мангуш, Айдана Синданма, Тува 24. А в республике стартовала неделя здорового образа жизни. Эта тема касается каждого, в особенности наших детей. Ведь состояние здоровья ребенка полностью на ответственности каждого родителя. Об основных аспектах, на которые взрослым необходимо обратить внимание, расскажет Орлана Байду. К здоровью нужно относиться бережно и сохранять его с детства. Здоровый образ жизни для детей – один из главных факторов физического и нравственного развития. Какие меры, нацеленные на укрепление здоровья, необходимо соблюдать детям, рассказала врач-педиатр. Самые такие основные критерии здорового образа жизни, чтобы сохранить и приумножить здоровье, это, конечно же, в первую очередь правильное питание, рациональный режим дня, двигательная активность, достаточная двигательная активность, сон. Одним из главных камней преткновения хорошего самочувствия детей на сегодня являются гаджеты, без которых сложно представить нашу жизнь. Несмотря на их необходимость, обязательно нужно нормировать использование детьми электроники. Сейчас у нас проблема то, что дети больше засиживаются за гаджетами, да? И вот для подростка, например, это не более 2 часов в день. И 30 минут, суммарно, чтобы в течение дня не более 2 часов. Не так, чтобы ребенок беспрерывно 2 часа сидел за компьютером или за телефоном, планшетом. Вот это тоже, наверное, все равно это ответственность родителей. Как рассказал нам массажист детской республиканской больницы Орлан Сирен, к нему часто приходят дети с головными болями, связанными с чрезмерным использованием телефонов. Помимо головной боли возникают проблемы со зрением, психикой и шейно-воротниковой зоной. Прогулка на свежем воздухе – лучшее решение для здоровья ребенка. Орлана Байду, РС Мангуш, Дарина Даргат, телеканал Тува 24. Это была вся информация к данному часу. Следите за новостями в наших социальных сетях. А я, Александр Тур, прощаюсь с вами. Всего доброго. Берегите себя.